Нагадай свое счастье. Здравствуйте, мои дорогие и любимые. С вами снова канал Alive. Сегодня мы обсудим снова, личные отношения на Таро страны теней. Расклад айсберг называется. Мы посмотрим, какие есть препятствия, мешающие отношениям. Второе дно у человека, какую маску он надевает. То есть попытаемся как-то взять и поанализировать. Бывает, человек самооправдывается в отношениях, то есть он делает то, что ему надо, то, что ему нравится, да, но при этом какие-то приводит действительно аргументы, которые его в этих действиях оправдывают. И вот посмотрим, какие это аргументы. У нас с вами будет 3 позиции. Видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите. Даже если оно записано много лет назад, вы его нашли на просторах интернета, и значит оно актуально для вас прямо сейчас. Проанализируем ваши отношения. Особенно какие-то не очень хорошие ситуации, да, то есть вы загадываете человека, загадываете ваши с ним отношения. Мы посмотрим, что он получает в этих отношениях, что отдает, причины проблем. Вот это все надо смотреть, естественно, чтобы понять друг друга. Давайте сдвинем 3 раза, посмотрим напутствие на расклад. Итак, 7 пентаклей. Карта неплохая, напутствие неплохое, но здесь всегда есть момент какого-то, обмена и ожидания. То есть, когда люди должны действительно решать все диалогом, когда нужно ждать, что отношения вырастут, проявлять терпение. В этом суть. Здесь у нас, видите, идет как будто бы более крупные цветы и более мелкие, и товарищ выращивает. Поэтому, надо выращивать отношения. Итак, мы с вами ставим, 3 позиции. Первая карта, что вы чувствуете сегодня к этому человеку, к загаданному, И так вы сориентируетесь, правильно ли вы выбрали свою позицию, свою позицию. Первая позиция аметист, вторая позиция унакит, третья позиция тигровый глаз. Такие у нас сегодня. 1, 2, 3. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите на свой тайм-код. А мы начинаем с самой первой позиции. Остальные я убираю в сторону. Аметист, первый камень. И первая карта – ваши чувства к этому человеку сегодня. 10 кубков, у вас чувства, Нарисуем наше счастье, и оно все сбудется. Вы знаете, карта достижений на самом деле, потому что человек здесь строит свое счастье, он хочет дойти до вершины, и он до этой вершины уже практически дошел. То есть вы знаете, что у ваших отношений, вашей любви к этому человеку есть даже результат на самом деле. Вы добились как будто бы и от него, как вы думаете, более серьезного отношения к себе. И сами, конечно, влюблены в этого человека, но именно по-серьезному. Здесь видно крабик, у нас знак зодиака рак, он в других странах это краб. Поэтому здесь еще есть все равно знак зодиака рак в этой 10 кубков. Рак – это очень домашний человек, который привык быть в определенных отношениях, в определенной зоне комфорта, ему очень сложно менять. Поэтому, вам сложно менять, действительно сложно. Вам сложно выходить из отношений. Вы привыкли как будто бы, в этих чувствах все равно есть привычка какая-то. Но вы умеете мечтать, вы умеете добавлять романтики в отношения. И, естественно, у вас есть ощущение какой-то семьи, единства, целостности. И этой построенной башни, что тут из банок с краской все построено, но это не важно.
Важно то, что вы готовы воять, вы готовы, как говорится, монументальные отношения строить. Вот, значит, у вас крепкое к нему отношение, крепкие чувства, стабильное отношение. Если вы себя узнаете, мы продолжаем. Что этот человек вам чувствует сегодня? Все равно нужно проверить, да? А что он чувствует к вам? Вы себя узнали, значит, дальше узнаете и его, скорее всего. Что он чувствует к вам сегодня? Значит, мы тут видим карту суд, да? Ну, смотрите, 10-20. Так интересно получилось. 10-20. У человека к вам крепкие чувства, совершенно точно. Он как-то вот более-менее мудро смотрит на эти отношения. И мое мнение здесь, что он считает вас своей судьбой. Это совершенно точно. Он знает, что у вас вот именно судьбоносные отношения друг с другом. Что вы созданы друг для друга, для чего-то встретились, у вас мистическая совершенно связь, вы знаете друг о друге очень многое. И вот мне кажется, что этот человек, он понимает, что не так-то просто взять, вот потом послать друг друга, да, выйти из этих отношений. У него, может быть, даже в этих отношениях уже есть какое-то обязательство. Ну, не знаю, например, вы женаты. Ну, вот представляете, да, вы женаты. Вот. Также эта карта не только суда в классической колоде, а еще в этой карта свободы действий, да, карта некой осмотрительности и мудрости, да, и она показывает, что человек на все смотрит с высоты птичьего полета, и он всегда старается найти правду, найти истину, быть в этих отношениях, но в то же время по своему решению, по своему желанию, да. И, конечно, эта карта, опять же, покровительство высших сил. То есть он чувствует, что высшие силы способствуют тому, чтобы вы были в этих отношениях друг с другом. Понимаете? Все равно у него есть к вам, конечно же, любовь. У вас к нему есть любовь. У него к вам более такая даже любовь, что ли, сильная, я бы это так назвала, и более глубокая даже. У вас домашняя любовь, любовь-привычка, а у него глубокая любовь, любовь судьбы. Вот так могу сказать. Любовь судьбоносная как. Вот. Хорошо. Маска, которую этот человек надевает в отношениях. Маска. Какую он маску-то носит здесь? 8 пентаклей. Ну, я вообще все время работаю, считает этот человек, и хочет, чтобы вы это видели. Вот я работаю, я стараюсь ведь для этих отношений, для вас, для семьи, там, может быть, да, или для того, чтобы создать серьезные отношения. Я такой весь молодец, трудолюбивый, хороший, да. Вот меня должны хвалить, меня должны ценить, уважать, понимаете? Если вы его не уважаете за его какие-то даже минимальные труды, его это, конечно, будет коробить, потому что он хочет перед вами выглядеть мастером, настоящим мастером, которого должны хвалить за его работу. И что бы он ни делал, даже по дому, он ждет, когда оценят его вот эту работу, его вот заслугу перед всеми, его старания перед всеми, да, что когда его именно оценят такого красивого. Хорошо. Что он получает от этих отношений? Солнце. Он получает от этих отношений большое счастье. Это человек счастливый в этих отношениях, несмотря ни на что. Он считает эти отношения его богатство. А еще, если у вас есть общий ребенок, то он получает это от этих отношений, что у него есть ребенок. Это вообще-то награда, и особенно если вы загадали мужчину, сам он, извините, откуда родит, из какого места. И это тоже он получает, да, состояние семьи, детства ребенка своего, да, там, что оно у него, ну, допустим, там, не знаю, нормальное, вот, что он под крылышком, под защитой высших сил. Сам он счастливый, чувствует себя довольно раскованно, я бы сказала, в этих отношениях, свободно. Несмотря на то, что у него есть обязательства, он чувствует себя все равно свободно.
в своих решениях, да, быть в этих отношениях. Вот это он что получает. А что он отдает в этих отношениях? Что он отдает? 8 мечей. Ну, во-первых, все равно он отдает свободу в том плане, в каком мы все ее понимаем. Ну, он свободный в решении быть в отношениях, да? Он сам решил быть в них, в этих отношениях по своей воле, вот так. Мол, вы его не подневолили, не тянули за аркан, там, да, не цепляли за поводок. Но, с другой стороны, свободу передвижения, свободу там, похождений по там, бабам, да, если мужчина, там, допустим, еще что-то, он, конечно, теряет. То есть часть своей какой-то свободы он теряет. Более того, он отдает в этих отношениях почему-то много энергии, реально много энергии. Много сил, что ли, у него тратится на эти отношения, причем и психических в том числе. Интересно. Причины возникновения каких бы то ни было не очень хороших ситуаций в этих отношениях. Да. Причины. Король мечей. А вы знаете, этот человек, которого вы загадали, он такой весь, ну, требовательный, что ли, от других и от себя. Как-то ему важна, что ли, в жизни то ли военная выправка, то ли дисциплина. Его принципиальность личная, его личные какие-то вот такие, ну как вот, грубость, что ли, качество характера, холодок, грубость, отсутствие романтичности определенного рода или мягкости. Нет мягкости, что ли, в нем. И это создает проблемы, конечно, в отношениях. И даже ту ситуацию, которая сейчас создана, если она негативная, он тоже создал сам. То есть здесь, если вы мужчина гадаете, проблема в вас, конечно, в вас. Если вы женщина на мужчину гадаете, проблема явно в его характере, в его твердости какой-то, жесткости, вот прям непреклонности, я не знаю, принципиальности. Какие препятствия мешают этим отношениям? Королева Пентаклей. Этим отношениям мешает ведьма. Женщина. Это темная колода, из темных колод, да, именно из рода темных колод, вот так могу сказать. И это колода Таро, ну, теней все-таки, да. И мое мнение, что тут изображено как есть. То есть женщина-ведьма мешает вашим отношениям, как есть, вот мне кажется. Может, я, как бы вам кажется, не права, тогда скажите, какая женщина может мешать, но вот как будто мешает не просто женщина, да, а именно с магическим воздействием на вашу пару. Я так вижу. Таро страны теней. То есть мы здесь видим все-таки темную сторону этой женщины. Значит, она занимается черной магией. Потому что ее прям ведьмой показали. С котлом, с черепом, с черным котом, который тоже что-то замешивает. Ну, ясно же, понятно, что что-то здесь не так. Аргументы самооправдания. Чем человек как будто бы руководствуется в своих негативных каких-то действиях, да, и чем он себя оправдывает, если он что-то делает не так. Чем же он себя оправдывает? 9 пентаклей. Ути-батюшки, я в тебя деньги вкладываю. Я тут вообще такой король-герой зарабатываю. Я тебе деньги вкладываю в тебя. Даже если минимально вкладывают. Так вот, будьте добры, пожалуйста, простите мне все мои оплошности, потому что я тут, видите ли, несу золотую клетку в вашу жизнь. А то, что это клетка, человек даже не учитывает. Понимаете, что? То есть у него все аргументы идут в сторону того, что вот я ведь, видите ли, тут кормилец-то такой. Я тут, видите ли, банк обеспечивающий. Я тут золотоносная жила. Любите меня таким, какой я есть. Плюс еще сам-то принципиальный какой. Интересно. Второе дно этого человека, что тщательно скрывается, но все-таки он имеет подспудное желание, так скажем, или цель, или мотив внутри себя. Паш мечей, он ужасно сварливый,
на самом деле, да, сварливый, недоверчивый, может сплетничать даже, знаете, или осуждать людей внутри себя, или даже про них говорить нехорошо. И иной раз он вами хочет выразить вами недовольство кому-то даже, или как бы с вами об этом поговорить. Критика — это его самое негативное качество, о котором он все время лелеет внутри себя и желает этого. Он желает критиковать, он желает людям сказать о них, какие они не очень-то хорошие, плохие люди. У каждого, мол, есть недостатки, вообще сейчас всем все расскажу. Вот так себя считает. И он тщательно пытается скрыть свою нехорошесть, а я считаю, это нехорошесть. Когда ты всех постоянно осуждаешь и видишь в них одну только черноту. И это воспитание сказалось, это сказались родители, уверена. И он не может это из себя вытравить, он, с одной стороны, этого стесняется, а с другой стороны, постоянно его что-то дерет. И он в этой критике может потерять свою семью, свои отношения. Потому что, кто будет все время терпеть, когда ты его критикуешь, да? И здесь нужно вот это понять, что у него есть прям желание, внутреннее такое невероятное желание. А еще он хотел бы в себе это преодолеть, стать добрее. И поэтому тщательно скрывает, что очень хотел бы научиться быть другим. Взять привычки другой семьи, может быть, допустим, ваших родителей, например, я говорю, или ваших друзей, или вас. Но его бесит это в себе, с одной стороны, а с другой стороны все время падает в эту яму осуждения. И он не может с этим справиться с собой. Такой ответ по первой позиции. Здесь вполне способные отношения на жизнь. Чувства друг к другу есть. Недостатки тоже у каждого человека есть. Уважайте больше в человеке то, что он работает. Если он правда работает, зарабатывает хоть какие-то деньги, что-то может, хвалите это обязательно, потому что, я вам так скажу, что когда ты на работе пропадаешь там, да, или что-то делаешь вообще в жизни, и пусть даже это небольшое вложение, но ты же старался, ты же делал. И вообще мы все, никто там друг другу не обязан на самом-то деле в жизни. И поэтому, да, нужно ценить, когда кто-то старается, пусть даже у него не очень получается, если вдруг не очень, но все равно старается человек. Цените его. Да, все мы не без греха, и кто-то любит осуждать других, кто-то изменять, бегать любит, кто-то врет все время. У всех есть недостатки. Здесь способны отношения на жизнь. Так, вторая позиция, наш унакитик. И, значит, первая карта. Ваши чувства к этому человеку, чтобы сориентироваться, правильно ли вы выбрали вообще позицию. Паж жезлов. Это такое отношение. Ты моя прелесть, да? Радость ты моя. Вы прям пытаетесь эти отношения укоренить, и вы пытаетесь эти отношения сделать серьезней. И чтобы человек к вам относился серьезнее, укрепить свой авторитет. У вас восторг есть к этому человеку, вы восхищаетесь, может быть, его там внешностью, сексуальностью, романтичностью, я не знаю. Сами готовы добавлять что-то в отношения хорошее, романтики, там, наряжаться, если вы женщина, ради мужчины. Паж жезлов более-менее свежие чувства, много разговоров. Даже в стабильном браке бывает паж жезлов в чувствах, когда есть подъем сексуальной энергии. Карта неплохая. Не могу сказать, что чувства очень зрелые, да, вот совсем зрелые с вашей стороны. Но человек, по крайней мере, вызывает в вас еще до сих пор хоть какой-то восторг. Вы хоть как-то к нему тянетесь. Он вам нравится. Просто как кто-то там, да, как лицо противоположного пола. Я считаю, это хорошо. Вы смотрите с надеждой в эти отношения, в будущее и так далее. Хотите заработать именно авторитет перед ним, то есть чтобы он все-таки вас любил, да, чтобы точно любил. Что он к вам чувствует, давайте посмотрим. Туз пентаклей. Он считает, знаете как, что отношения даны высшими силами,
что он вас любит и что очень хотел бы перед вами оправдаться, что ли, как-то реабилитироваться, восстановить авторитет, извиниться, может быть, вернуть второго шанса. Или, знаете еще что, хочет подарить подарок, сделать что-то приятное для вас. Вот так. То есть этот человек не просто на вас настроен, а вы на него, а скорее тут какое-то такое вот чувство у меня, что у людей страсть друг к другу, сильное влечение. Либо это правда новые отношения, либо вновь возникшие. И надежды у обоих на будущее, понимаете? На то, чтобы быть все-таки вместе, и вот все вот это. Ну, бросать тут никто никого пока, судя по картам, точно не собирается. Давайте тогда анализировать. Маска, которую человек надевает в этих отношениях. Какая маска? Туз жезлов. Что у него тузы, тузы? Тузы — это всегда начало. Я хочу сделать вот это, что-то сделать. Он горит своей идеей какой-то. Он хочет, чтобы вы уважали и видели в нем идейного человека. Человека креативного, яркого, необычного, чудесного, интересного, страстного, прекрасного. В принципе, что внутри, то и снаружи, честно скажу. Как он хотел бы перед вами заработать авторитет и реабилитироваться, и вернуть ваше расположение. Думаю, что успешно, судя по пажу жезлов. Также и вот маска, которую он надевает, это не маска. Тузы совпали друг с другом, поэтому это не маска. Он хочет, чтобы вы видели в нем его чувства к вам. И чтобы вы видели в нем человека интересного именно, который горит своим каким-то делом, и вами, и отношениями. И вот он хотел бы, чтобы вы видели его внимание, каким бы оно ни было неказистым. Да, то есть вот он прям старается, мне кажется, тут. Как будто что-то начинает такое, и вот его это воодушевляет. Что он получает от этих отношений? 8 жезлов. А вы его все время стимулируете к действиям, к развитию. Чтобы он в жизни достигал каких-то целей. Это вы его стимулируете, вы для него источник роста и развития. Вы его заряжаете энергией, как батарейка, энерджайзер. И, скорее всего, если он чего-то в жизни достигал, добивался, что-то делал, это все было благодаря вам. Ну, с того момента, как вы познакомились, естественно. Вот. 8 жезлов — карта скорости. Вы его ускоряете. Он получает много энергии и скорости, а также страсти, запала, да. А еще все можно делать вместе. Вот смотрите, ведьма и кот все делают вместе. И также вот вы с ним все делаете вместе. Или должны делать вместе. Что он отдает в этих отношениях? Маг. Свою магическую силу, энергию, да. Он тоже старается что-то дать, он тоже старается зарядить эти отношения со своей стороны. То есть вы даете свою энергию, он свою энергию. И, конечно, он тут молодец. Я его молодец вижу, что он хороший человек. Ничего плохого пока о нем вообще сказать не могу. Эй, чего это вы гадать на него сели? Такой вроде положительный персонаж, вроде все старается, вроде все хочет что-то перед вами как-то выкрутиться, показать себя, что-то все сделать хочет, как-то это, делится энергией своей, пытается что-то ради вас. Мне кажется, тут все хорошо пока. Причина возникновения любых проблем в отношениях какая? 6 кубков. Во-первых, идет влияние прошлого. Вот правда. Во-вторых, может подмешивать свою, как говорится, вносить лепту семья. Все-таки в этой колоде 6 кубков семейная карта или карта друзей. Может быть, каких-то бывших еще, или там бывших жен, бывших мужей. Может быть, вот так. Прошлое мешает, да? Или корни. И мы видим семейное застолье или дружеское застолье на карте. И вы знаете, это люди действительно окружающие, они тут подсаливают. Подсаливают либо родственники, либо, вот как я говорю, как друзья, там бывшие какие-то партнеры, партнерши. Вот так. То есть реально проблему создает кто-то, кто добавляет своего мнения. Или своих каких-то комментариев.
Какие сейчас препятствия мешают отношениям? Паж кубков. Ну, первое, что я могу сказать, вроде никаких препятствий нет. По сути, паж кубков — это некое удивление, удивительное сообщение, удивительный факт. Что-то, может быть, вскрывалось и как новости, тогда могло мешать, как препятствие. Но, по сути, обычно паж кубков — это не помеха, а скорее даже помощь. Карта не отрицательная и не человек, а... Ну, как человек, ну, тогда ребенок, что ли. Ну, ребенок разве может мешать отношениям? В редких случаях, когда он взбунтовался что-то, но это редко бывает. Обычно взрослые должны понимать детей, понимать чужих, своих детей там, да. И словом помеха ребенка нельзя называть. Поэтому паж кубков — это некая водная энергия, эмоции могут мешать, да. Излишние детские эмоции, наивность может быть какая-то. Явных препятствий для отношений нет, честно. Чем человек себя оправдывает, когда делает что-то не так? А все мы в этом мире делаем что-то не так, запомните. 4 жезлов. Он всегда оправдывает себя тем, что он все делает для семьи, для дома и хочет быть с вами. Реально. Либо хочет более серьезные отношения, семью, детей, дом, либо уже все это есть. И, мол, я вообще всегда делаю все ради тебя. И ради нашей семьи, ради нашего дома. И других оправданий у него тут нет. Он всегда думает, как сказать, что даже если что-то сделал не так, но это было не ради плохого. Интересно. 2 дно. Что им тщательно скрывается, как, не знаю, желание, цель, мотив. 9 жезлов. Он чего-то боится. Он защищает свое личное пространство и боится каких-то определенных в жизни действий, свершений в какую-то определенную сторону. То есть вы, возможно, от него что-то просите, требуете, чего он сейчас выполнить не может, тупо потому, что он в себе не уверен, боится и защищает себя. От многого он здесь защищает себя. И ему больно внутри себя, когда он не молодец. И поэтому он тщательно это скрывает. Когда он понял, что он что-то накосячил, ему от этого больно, конечно, неприятно. И он это вот начинает скрывать внутри себя, прятать. И начинает прикрываться. Нет, я все равно все делал для семьи там, или для наших отношений, для тебя. Вот. Хотя на самом деле просто там, не знаю, тупо испугался. Вот. Или там, ну, как говорят, да, смолодушничал это называется, смолодушничал. Ну, а все мы можем смолодушничать, потому что мы же люди. Мы чего-то боимся, мы чего-то не хотим. Вот сейчас бы мне сказали, иди в больницу, и тебе нужно ради семьи поставить уколы какие-нибудь, я не знаю. Ну, что-нибудь вот такое бы сказали. Ну, вот так бы сказали. Жертва твоя должна быть, да? Иди в больницу. Я бы как заверещала, испугалась вся, побледнела, покраснела. Я боюсь, сказала бы я. Вот, потому что мне и так постоянно приходится что-то такое выносить, ходить куда-нибудь. И еще лишний раз туда ходить, я бы мя-мя-мя-мя сразу. Это называется малодушничать, потому что действительно могло бы быть надо. Вот как когда-то у меня была история, когда мне нужна была донорская кровь. И довольно премного. И вот кто-то из близких людей, там, не знаю, прям там литрами ее сливали. А кто сказал, я свою кровь? Да никогда в жизни не дам. Ну, потому что каждый человек по-своему реагирует, понимаете? Это называется, да, струсить. И вот у человека вот этого может что-то такое быть, что он даже ради своей, там, не знаю, семьи, отношений сделать не сможет, потому что он этого тупо боится, вот и все. Ну, вот такой ответ по 2 позиции. Третья позиция.
Тигровый глаз так красиво подсветило, я не знаю чем, с окна солнцем, что ли. Такой красивый стал, да? И первая карта — ваши чувства к этому человеку, по ней вы ориентируетесь, правильно ли выбрали позицию. Двойка мечей. Ну, вы сейчас закрыты от этого человека, у вас сомнения, вы не знаете, а любите ли вы вообще его. Вот я заметила, кстати, когда солнце красиво подсвечивает, сразу видно собачьи волосы, которые вдруг летают в воздухе, приземляются, да? Вот. Вы как будто закрыты немножко от него, вы не знаете на самом деле, насколько вы любите этого человека, возможно, вы на него обижены, вы находитесь в состоянии выбора, нужен он вам или нет. На что-то в ваших отношениях приходится закрывать глаза, и, соответственно, вы переживаете сейчас, вот прям не лучший период для вас в этих отношениях. Вряд ли вы ему до конца доверяете, вам приходится мириться с его какими-то ужасными недостатками. Недостатки настолько очевидны, что либо бросать человека, либо закрыть на них глаза, и вы прям, ну, не знаете, как лучше поступить. Реально не знаете. Карта двойка мечей, она, в принципе, выглядит спокойной. Но в душе у человека, конечно, кошки скребут. Поэтому я бы сказала так, что у вас кошки сейчас скребут по поводу него. Что-то вас явно расстраивает. И вы прям перед дилеммой находитесь, а оно мне надо. Вот прям так. Если себя узнали, идем дальше, как говорится. А что он к вам чувствует, этот человек? Давайте посмотрим. Башня. Вау. Он чувствует кошмар какой-то, прям у него кризис в душе. Он посчитал, что отношения принесли ему боль, разочарование, кризис, отношения рухнули. И он не знает вообще, как дальше жить. Башня не может наступить у человека, которому было на вас все равно. Она наступает только у того, кому было ну слишком не все равно. Он вас любил, как минимум, еще недавно. А потом случилась башня, все рухнуло по какой-то причине. Мы не знаем сейчас по какой. И вместе ли вы сейчас находитесь, да, вот в браке там, или вообще в отношениях, или вы сейчас даже не общаетесь. Потому что башня — это мощная такая карта разрушения. Она говорит о кризисе в отношениях, в кризисе в любви. Больше нет повода для доверия друг к другу. Возможно, был скандал, какой-то конфликт, ссора. И человек до сих пор находится в очень острых чувствах по отношению к вам. Хорошо, если вы узнали и его, смотрим маску, которую человек надевает в отношениях. Какую маску он носит? Семерка пентаклей. Кстати, эта карта выпадала как в начале видео, как совет высших сил или послание, напутствие. Представляете? Он носит маску терпеливого человека, который готов работать над отношениями, который является уставшим, но готовым ждать. В данный момент я не думаю, что он уже носит эту маску, но носил ее долго. И во многом ему приходилось в этих отношениях на что-то закрывать глаза и терпеть не меньше, чем вам. Почему-то так карты показывают. Что с одной стороны вы терпели его недостатки, но с другой стороны, как он считает, он терпел ваши или, по крайней мере, очень хотел, чтобы вы это видели в ответ. Интересно, что он получает от этих отношений? Пятерка кубков. Одни сплошные разочарования, боль, печаль, переживания. Все разбилось, все разлилось, все развалилось. И ему очень грустно и плохо. Вот что он получает от этих отношений. Негативную энергию, как он считает. Он получил тонны негативной энергии в этих отношениях. Представляете? А что он отдает в этих отношениях? Двойка кубков. Свою любовь. Какой бедненький, представляете? Какой несчастненький. Скорее всего, мужичонка. Мужик хотела сказать, но не вышло. Представляете, у него к вам башня. Он носит маску терпеливого человека. От отношений получает только боль
и разочарование, а отдает одну сплошную любовь. Я таких еще не видела, а у вас есть. Представляете? Мощно. Вообще мощно. Причины возникновения ситуации не очень хорошие, которые у вас есть. Отшельник. На самом деле это его тотальное одиночество и лень. Человек не хотел или не делал ничего для отношений, или не хотел ничего делать для отношений. А теперь он очень, очень обижен, разочарован и прямо не знаю, что еще. Понимаете, вот я вообще просто вот понимаю теперь, о чем тут речь. Я вижу уже этого человека перед собой. Да? У меня есть такие, гадают, да. Не буду уточнять, кто и что. Есть такие, на женщин они гадают и приворот еще просят. Ой, какие препятствия сейчас мешают отношениям? Императрица мешает отношениям. Здесь изображена женщина, да еще и беременная. Ну, я не говорю, что тут беременная женщина мешает отношениям, но какая-то женщина явно мешает отношениям, товарищи. Третья позиция. Куда вы вообще залезли? Боже ж ты мой. Он, видите ли, отшельник, но у него уже как минимум 2 женщины. Как минимум. Отшельничек наш. Как он себя оправдывает? Чем руководствуется в своих действиях или бездействиях? Давайте-ка посмотрим. Рыцарь Пентаклей. Я делаю все медленно, но основательно, говорит этот товарищ. Я еду на улитке, что ты хочешь, но деньги я везу. Вот так-то. Когда-то эти деньги к нам придут. Может быть, через полгода, может быть, через год. Ну, а что ты хотела вообще, дорогая моя столица? Что ты хотела? Я что тебе, вот так деньги, что ли, принесу, да? Или вообще все, что угодно? Я медленно только могу. Я только основательно могу. Проходит год, проходит 2, проходит 8. И вы ему однажды закатываете башню. Он говорит, ну все. Я получал от этих отношений только боль. А отдавал только любовь. Хотя, был все время отшельником и вообще какая-то баба еще. Ну, здрасте. Ладно, второе дно. Что этот человек тщательно скрывает? Его цель, желание, мотив там подспудные какие-то у него внутри, там само подсознание сидят. О, 10 мечей. Они полностью раздавлены. Полностью убиты практически, понимаете? В общем, у этого человека подсознательно либо порча какая-нибудь реально ему мешает, да, либо у него депрессия, ужасная депрессия, либо он себя считает внутри себя совершенно ничтожным человеком, не имеющим никакой надежды на будущее, совершенно ни к чему не способным, и поэтому, конечно, у него получаются вот такие вот отношения. Ищите победителя по жизни, потому что этот человек, не знаю, вот вы не зря сейчас в нем сомневаетесь, да? Терпеть или остаться, или уйти, не знаю. Подумайте хорошо. У него еще и в подсознании прям вот такая кукла Вуду иголками истыканная. То есть на него либо порчу, говорю, наводили, вот прям на негатив указывает, да, что его блокирует полностью. Либо у него проклятие по роду, либо у этого господина совершенно неспособность к жизни, неумение ничего и прикрывание тем, что я ведь делаю, просто медленно. Копаюсь, делаю. Вот так, понимаете, он себя. Так что не знаю. Третья позиция, я не советовала бы, конечно, оставаться в таких отношениях. Первые 2, да, там абсолютно жизнеспособны. Третья мало способна на жизнь, потому что этот человек вот такой. Ну, простите уж, что я это вам в лицо, как говорится, практически говорю.
Ну вот так. Всем спасибо за внимание. На этой ноте заканчиваем сегодняшний расклад. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч.